Оксана Бутакова, директор Ленского технологического техникума. В год педагога и наставника коллеги и преподаватели с особым уважением говорят о значимых победах и достижениях студентов и педагогов под ее руководством. В отрасли она уже более 20 лет, в сфере среднего профессионального образования – 12. И все это время женщина-руководитель ни разу не дала слабину. Учреждение, которому она посвящает большую часть своей жизни, одно из лучших в республике. С недавних пор Оксана Степановна получила знак отличника системы образования Республики Саха-Якутия. Одна из последних ее существенных побед. Личная заслуга – да, заслуга ее надежного тыла, коллег и способных воспитанников однозначно, как и успех каждого дела, за которое она берется. Это всецело работа целой команды – мастеров, преподавателей, спецдисциплин и обучающихся. Свое удачное профессиональное становление Оксана Степановна объясняет в двух словах. Просто люблю людей, люблю детей. Родом она из Ленска. Воспитывалась не в простой семье. Мама и дедушка были известными в городе строителями. От педагогической специальности семья была далека. Училась героиня нашей передачи в 4-й городской школе. Все время была лидером и активисткой. На протяжении, наверное, вот этих 10 лет я тоже была активисткой. Сначала я помню, как меня принимали в пионеры, помню, как я стала комсомолкой. И я была 3 года секретарем комсомольской организации школы. И всегда принимала активное участие. Для меня была еще, наверное, со школьной скамьи. Мне было интересно участвовать в мероприятиях. После окончания школы девушка поступила в Иркутский политехнический университет. Мой дедуля, он был такой знаменитый в нашем городе Ленске, Коростелев Аркадий Васильевич. Он тоже работал начальником ЖБИ. Вот эти дома, все 4-я школа, 3-я школа, каменные дома, которые сейчас трехэтажки. Он как раз-таки занимался строительством вот этих всех объектов в нашем городе. И он всегда видел во мне инженера. Он говорил: Оксаночка, ты должна стать инженером. И, значит, 10 класс, мы сдаем экзамены, и эти экзамены зачитывались при поступлении в высшее учебное заведение. Тогда почему-то школа наша, не почему-то, она сотрудничала с Иркутским университетом, с политехническим. И я тогда набрала 14 баллов и поступила на 1-й курс, как сейчас помню, в политехнический университет по специальности электроснабжения. От высшей математики и инженерной графики студентка оказалась далека. Ей были ближе гуманитарные дисциплины. На протяжении года первокурсница ходила на обучение как на каторгу, и в тот момент ей пришла мысль перевестись на другой факультет. Благополучно окончив педуниверситет, девушка вернулась в Ленск. Начала свою карьеру с детского сада воспитателем. Отработав небольшой период, вышла замуж, родила дочь. После декретного отпуска перешла в другой сад, а потом и вовсе поменяла род деятельности, став методистом представительства Иркутского университета. Сначала я была методистом 3 года, а затем стала руководителем. И более 15 лет я была руководителем вот этого нашего Иркутского университета. Я считаю, что это было такое хорошее подспорье для наших жителей города Ленска, потому что 3 года без выезда в город Иркутск могли пройти обучение наши ребята, заочники. Сессии были 2 раза в год. Такие были специальности, как организация автомобильных перевозок на транспорте, строительно-дорожное машинное оборудование. Мы открывали такие специальности, как химическая технология. Потом даже открывали социальных работников. И как бы вот сейчас даже многие уже работают по специальности. После того, как стало понятно, что представительство Иркутского университета будет закрыто, на работу Оксану Степановну пригласил директор училища номер 20. Сегодня это Ленский технологический техникум Валерий Михайлович Серкин. Конечно, для меня сначала понятно, что отдаленность, да, понятно, что здание приспособленное, но там нужен очень был, конечно, ремонт. Было очень холодно, и как сейчас помню, прям вот очень было холодно. Сначала я была заместителем директора по учебно-производственной работе. Конечно, вникала в эту работу, да. Сначала я пришла по договору, потому что я согласие давала, что я там, останусь и буду работать. Для меня высшее образование и как раз вот среднеспециальное образование, да, и все-таки очень большая разница, потому что студенты, когда приходят уже осознанно
высшее учебное заведение, они понимают, куда они приходят, да, там ни за кем не нужно было бегать, потому что, во-первых, в основном это были платные группы, и они для себя. А тут маленечко не было, да, понимания, я не понимала, как можно не отчислить студента, да, а потом, ну, то есть пришлось вникать совершенно в разные, так скажем, виды деятельности, да, что работа там в высшей школе, работа здесь в училище была совершенно как бы построена совершенно по-другому. Ну, естественно, началось с изучения документов, всех нормативных правовых актов. Вот. Потом Валерий Михайлович уже как бы задумал уйти. Меня вызвали в Министерство образования. Тогда было Министерство подготовки и расстановки кадров. У нас было совершенно обособленное министерство. И мне предложили быть директором. Ну, я согласилась попробовать. И тут, улыбаясь, рассказывать директор Ленского технологического техникума, началось самое интересное. Почему-то моя все виды деятельности начинаются с каких-то трудностей. На тот момент уже наступило, вот именно в том корпусе по объездной 10, наступил такой момент, что мы остались без отопления. Время было к осени. Там просто срезали все батареи, и учебный процесс нужно было уже как бы начинать. Да? И тогда баржи уже не ходили. Что-то было мелководье как раз в тот год. Это был 2012 год. И я договаривалась с разными, там, я не знаю, подрядчиками. Договаривались. Нам как раз районная администрация помогла, выделила 600 тысяч, чтобы мы могли оплатить подрядчику. Но, слава богу, мы к 1 октября запустили учебный процесс, полностью поменяли там отопление. Вот, наверное, с этих трудностей все и началось. Здание, в котором находился техникум, было приспособленным. Места для обучения было катастрофически мало. Не хватало учебных классов, не было мастерских и физкультурного зала. Невозможно было открыть новые специальности, профессии, лаборатории. Требовалось строительство нового здания техникума. И начала Оксана Стефановна обивать пороги разных ведомств в надежде найти понимание. Мы, значит, со своей командой разработали техзадания, разработали, значит, и деньги нужно было на проектно-сметную документацию. Я писала письма и на главу республики, я писала письма в партию «Единая Россия», да, республиканский штаб. Я писала письма работодателям. Ну, то есть с моей стороны, конечно, проводила очень большая работа. И тогда мне было дано поручение, чтобы найти в Ленске какое-то здание, что более-менее соответствовало образовательной деятельности. И такое здание как бы вот нашлось. Но чтобы его выкупить, конечно, нужно было выделить деньги с республики, потому что это деньги с правительства. Ну и вот в прошлом году мы, слава богу, переехали, справили новоселье. Появление нового здания, конечно, заслуга руководителя техникума. Благодаря настойчивости, терпению Оксана Стефановна всегда добивается поставленных целей. Условия работы в современном корпусе — это замечательно. Здание новое. Оксана Стефановна делает достаточно усилий. Даже можно дать характеристику того, что благодаря ее активным действиям мы зашли в это здание, совместно с органами власти. Президент, глава, вернее, республики в этом деле помогал. Он был у нас на открытии. Но сама Оксана Стефановна, я знаю давно, с первых дней, когда я сюда пришел, она ведет хорошую работу, делает все необходимое для того, чтобы наш техникум существовал. Внимательно, отзывчиво. Всегда можно с ней поговорить. Иногда даже на личную тему получишь достаточно объективный ответ, совет. Я считаю, что Оксана Стефановна достойный директор нашего учебного заведения. Оксана Бутакова – главный вдохновитель всех дел техникума, творческий наставник коллектива, его душа. Ее уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. Хочу отметить, что очень терпеливый, потому что последнее вот это время, да, покупка здания, переезды, вот это все очень, конечно, большую нагрузку дало ей как руководителю, и терпение, которое у нее есть, не только связанное с этим делом, но и вообще с образовательным процессом, с организацией. Очень большое терпение. Это
опытный, компетентный руководитель, который всегда находит правильный подход и к нам, как к коллективу, и к студентам. К Оксане Стефановне всегда можно обратиться за помощью, за каким-то советом дельным. Оксана Стефановна просто замечательный человек. И я так думаю, что это мнение не только мое, это мнение моих коллег в техникуме. Правой рукой руководителем является Станислав Возовиков. Он заместитель директора по учебной работе. Работает бок о бок с Оксаной Стефановной с 2014 года. Именно он занимается стратегическим планированием. Станислав Александрович рассказал, что с женщиной-руководителем работать несложно, особенно когда и есть взаимопонимание. Главное, чтобы руководитель был грамотный, давал направление. Ну и мы с Оксаной Стефановной очень хорошо друг друга понимаем. Движемся в одном направлении, у нас у обоих педагогическое образование, поэтому наши все силы направлены на создание условий для студентов и для преподавателей хороших, чтобы они здесь с удовольствием учились, работали. Ну, естественно, уже на выходе, конечно, кадры для Родины мы готовим хорошие. Директор Ленского технологического техникума гордится своим коллективом. Рассказывает, что он у нее очень трудоспособный, разновозрастной, а главное – стабильный. Хочу сказать, что я горжусь своим коллективом, потому что он стабильный. У нас практически такой текучки нет. Люди у нас все с опытом, и педагоги общеобразовательного цикла, и наши кураторы, и мастера, и заместители мои все с опытом работы, которые уже не один год работают в нашем техникуме. Да. Самое главное, что на работу идут желания. Я, наверное, не знаю одного человека, который бы шел на работу без желания. Я всегда говорю, что наша профессия, она все-таки нужно любить свою профессию, потому что без любви к профессии тут делать нечего. И как раз-таки вот это наверное, проявляется у каждого из моих педагогов. Действительно говорю. Всегда доброжелательные, всегда идут, всегда у нас есть взаимопонимание в коллективе. То есть поддерживаем друг друга, что бы там ни случилось, потому что разные бывают ситуации. Ну и самое главное, что каждый умеет найти подход к нашим студентам. Это для меня тоже очень важно. Сегодня среднеспециальное образование в Ленском районе можно получить только в технологическом техникуме. Ежегодно желающих поступить в образовательное учреждение больше, чем имеющихся мест. Вот в этом году у нас тоже на первый курс поступило 150 человек. И еще идут. Желающих очень много, да. Желающих очень много. Несмотря на то, что только в прошлом году техникум переехал в новое просторное помещение, места здесь ребятам уже не хватает. Некоторые учебные кабинеты разделили на 2 зоны обучения. Сегодня в технологическом техникуме обучается 386 ребят. Каждый год открываются новые специальности. Список их уже достаточно велик. Мы обучаем как раз-таки для нефтегазовых компаний, по таким профессиям, как мастер магистральных трубопроводов, машинист технологических насосов и компрессоров, электроснабжение. Это одна из востребованных профессий на сегодняшний день, потому что она нужна по всем предприятиям. Нефтегазовое дело тоже, скажем так, востребованная профессия. Перечисленные профессии на сегодняшний день более востребованы. В списке также инженер по пожарной безопасности и техник-судомеханик. Для девочек – педагог и делопроизводитель. Мне все очень нравится. В техникуме достаточно комфортно. И преподают понятно для меня. Мне нравится учить детей и взаимодействовать с ними. Николай Солонарь тоже учится на педагога. Признается, что с детства мечтал стать воспитателем. У меня был выбор: либо делопроизводитель, либо дошкольное образование. Делопроизводитель как-то мне не понравился, я поэтому выбрал дошкольное образование, чтобы работать с детьми, посвятить свою жизнь работе в образовании. Проходят практику будущие педагоги в детских садах города. Остальные студенты на крупных предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории нашего района. С крупными компаниями на сегодняшний день я рада того, что мы сотрудничаем. Это Трансгазтомск компания, Транснефть, Тасюряхнефтегазодобыча. Ну и, конечно же, Алроса наша, да, потому что наши студенты тоже там проходят практику. Ну и с такими компаниями, как ЛПТС,
ЖКХ, там, да, с нашими предпринимателями. На следующий год мы сейчас ведем переговоры с компанией «Интеррау». Приходил ко мне генеральный директор этой компании. И для них, возможно, будем открывать тоже новые специальности. Нет, к сожалению, у техникума собственного спортзала. Пока уроки физической культуры проходят в спортзале ДЮСШ. Он находится в 5 минутах ходьбы от техникума. Вообще очень хорошо, но было бы лучше, если бы у нас в техникуме был свой спортзал, потому что идти до ДЮСШ, короче, сюда с техникума это не очень удобно, потому что еще и холодно бывает. Сегодня техникум нуждается в новом общежитии. Сейчас иногородние студенты проживают в старом ветхом здании, которое пережило 2 наводнения. Общежитие у нас 1972 года постройки, оно 2 раза утонуло, оно деревянное. Понятно, что на сегодняшний день оно устарело уже, да, и износ составляет 90%. Но я понимаю, что студенты, которые приезжают из ближайших районов, которые приезжают у нас, даже в этом году у нас одна девочка с Вилюйска есть, один молодой человек с Якутска есть, и понимаю, что дорогие очень квартиры, и просто им негде будет жить, да, поэтому, конечно, этот процесс, я думаю, что мы будем ускоряться, тем более глава республики дал поручение, что все-таки строительство общежития нужно и необходимо для Ленинского техникума. Участок у нас уже подтвержденный, выделен вот рядышком с нашим этим зданием, и будет, представляете, как здорово, что в одном комплексе, да, общежития, тут же у нас будет и учебный корпус, ну и чуть подальше, конечно, мастерские учебные. Я думаю, что это будет здорово. В общежитии проживает 40 студентов. Все они иногородние. Большая часть из поселка Витим. Есть ребята из Пеледуя, Вилюйска, Алекминска и даже Якутска. Я учусь на 1-м курсе по мастеру по обслуживанию магистральных трубопроводов. Я сюда поступил, потому что мне кажется, что насчет этой профессии, то, что здесь будет очень интересно, очень хорошо. И я здесь раньше в Ленске жил. И мне говорили ребята и другие, то, что здесь хорошо. В новом доме ребят созданы все условия для комфортного проживания. Сотрудники учреждений стараются создать для них домашнюю обстановку. Наверное, поэтому и студенты предпочитают проживать здесь, а не на съемных квартирах. На 2-м курсе я съезжала, жила на квартире. И вот решила, что вернусь сюда, буду жить здесь. Здесь как-то людей больше. Есть с кем пообщаться, поболтать, посидеть. Мы очень часто здесь собираемся, смотрим телевизор, просто сидим, болтаем. Проживают ребята в просторных светлых комнатах. В свободном доступе всегда душ, гостиная, где ребята собираются вечерами. Также комната для занятий, оснащенная компьютерной техникой. В общежитии жизнь бьет ключом. Студенты развивают свои творческие способности, проводят различные соревнования, организуют праздники. Для ребят руководство учреждения обустроило спортивный зал, закупили тренажеры и теннисный стол. Несмотря на то, что здание давно признано аварийным, общежитие продолжает работать, а иногородние ребята с удовольствием здесь живут одной большой дружной семьей. Выпускники техникума сегодня очень востребованы. Практически все они после окончания учебного заведения уже имеют место работы. Предприятия, где они проходят практику, с удовольствием забирают к себе готовых специалистов рабочих профессий. Студенты везде трудоустраиваются, и самое главное, что для нас очень важно было прохождение практики. Потому что без этого это как бы неотъемлемая часть нашей учебной деятельности, без этого нам просто никак не обойтись. У нас, когда проходят квалификационные защиты наших выпускных квалификационных работ, председателями этих комиссий являются как раз-таки наши работодатели. И главные инженера, сами директора, и они уже для себя, да, как раз-таки и уже выбирают студентов. И даже бывали такие года, что присутствовали для того, чтобы набрать студентов, именно уже выпускников для работы для предприятия. Каждым своим выпуском педагоги техникума гордятся, за каждого переживают. Подростковый период очень сложный, поэтому кураторам и директору техникума приходится очень потрудиться, чтобы все их студенты закончили техникум и получили рабочую профессию. Конечно, и за кем-то бегаем, и кого-то заставляем, и умоляем, и вы же сдайте там, придите, уж, пожалуйста, пересдайте. Потому что понимаем, что ты сейчас его отчислишь, и кем он станет? Я всегда говорю, вот придут они ко мне в кабинет, да, я говорю, понимаете, вот ваши пропуски, вот сейчас я должна тебя отчислить. Вот ты представляешь дальше, что ты будешь делать? Конечно, я говорю, дальше в армию, ты придешь с армии, тебе будет уже 20 лет, и ты сядешь на 1-й курс,
А с образованием 9 классов ты где нужен? Да ты никому нигде не нужен. Влиться в процесс второй раз получилось и у Александра Синькова. Парень был отчислен в прошлом году за неуспеваемость, но Оксана Стефановна дала ему второй шанс. Когда первый раз поступил МТМ-22, меня за плохое поведение, за плохие оценки, за прогул отчислили. Теперь я таких ошибок не делаю и начинаю учиться, чтобы не было повторных ошибок. Учиться не очень много, 1 год, 10 месяцев. И испытаний так немного. Отучиться просто и легко. Главное вбиться в знания и все. Оксана Стефановна дала мне второй шанс на обучение, чтобы я отучился нормально, получил профессию, работал, была заработная плата. Преподаватели вкладываются в студентов и дают им очень хорошие знания, а директор техникума Оксана Стефановна знает про своих студентов все. От имени до их жизненной ситуации. Именно с таким подходом у учебного заведения сформировалась своя особенная и теплая атмосфера, основанная на взаимопомощи и взаимопонимании. Сила для плодотворной деятельности героиня нашей передачи черпает в семье. В связи с плотным рабочим графиком, ее загруженностью, времени на которое остается катастрофически мало. Любовь к ним, любовь в семье, вот это сказывается, наверное, на взаимоотношениях между нами, да. Старшая дочери Леночке 30 лет, а Настеньке 25 лет. Они для меня, конечно, в этой жизни это, все. Старшая дочь у нас тоже закончила Иркутский университет. Она с семьей живет в городе Иркутске. После студенческой, как только она закончила университет, они там остались жить. 2 внуков в Иркутске. И младшая дочь живет в Ленске и работает в органах, работает в МВД. А сейчас она уже старший лейтенант полиции. Внуку Даниилу 4 года. Со своим мужем Оксана Стефановна вместе уже 33 года. Признается, что он ее поддержка и опора. Всегда готов выслушать, дать совет в сложной ситуации. И все эти годы, рассказывает женщина, ни разу не упрекнул ее за занятость, задержки допоздна и работу в выходные. Он всегда меня поймет. Знаете, никогда не было каких-то скандалов, там, наоборот, подскажет, покажет что-то еще и по работе поможет. В этом отношении, конечно, это настолько моя опора и надежда, что просто даже не высказать на словами. Он также, его привезли в город Ленск, 4 годика ему было. Он работает в аэропорту, ведущим инженером системы посадки нашего всего аэропорта, да. Живет семья Бутуковых в своем доме. В свободное от работы время Оксана Стефановна летом занимается выращиванием цветов. После сложного трудового дня это занятие, рассказывает она, успокаивает. Все отпуска супруги проводят вместе. Каждый планирует заранее. Любят путешествовать, покорили уже не одну страну. Последние несколько лет глубже узнают Россию. Но все же, как только выдается свободная минута, молодая бабушка мчится к внукам. Внуки, это естественно, потому что столько интересного узнаешь. Даже от наших внуков, да. У нас средний внук, который в Ленске проживает, казалось бы, ребенку 4 годика, он настолько интересуется бабочками, он знает разновидности всех бабочек. Включаешь ему: Данечка, что тебе включить? Бабушка, включи мне фильмы про бабочек. То есть они выписывают куколок, у него бочканарий дома есть, как там они выращивают, как там все это происходит. Знаете, даже взрослому порой не понять, насколько ребенок заинтересован. Также он очень развлекается роботами-пылесосами, казалось бы, что из такого, да. Он знает все разновидности. Тоже, как он разбирается. А старший внук, наоборот, он весь в спорте. Казалось бы, ребенку 5 лет, зимой профессионально занимается лыжами, они ездят даже в Байкальск, а летом, в такое время, он занимается футболом, очень физически развит. Кто будет Катюшка, пока время покажет. Оксана Стефановна – одна из тех немногих женщин, которая отдает себя полностью своей профессии, затрачивая не только физические силы, но и душевные. Искренне переживает за каждое начатое дело, ставит себе цель. Чего бы ей это ни стоило, доводит ее до конца. Благодаря ей сегодня ребята, выпускники 9 классов, имеют возможность получать профессиональное образование в новом современном техникуме. После окончания учебного заведения студенты уверены, что у них будет место работы. Трудоустраиваются на крупные нефтегазовые предприятия. Сегодня, как уже было сказано выше, у руководителей техникума 2 задачи. Открытие новых мастерских и ремонт помещения, в котором они будут располагаться. И, конечно, строительство нового общежития с собственным спортивным залом. Это основные задачи. Но есть еще ряд необходимых дел. Но об этом уже в следующий раз. В завершении добавим,
что на недавно состоявшихся выборах героиня нашего репортажа снова одержала уверенную победу и стала депутатом районного совета депутатов. Да, действительно, настало то время, если я иду по стопам своего деда, да, который вот правда, нужно вкладывать, да, в развитие Ленского района, тем более планов очень много на самом деле. И дай Бог эти планы, чтобы осуществить, опять же, во благо кого? Во благо наших тех детей, которые остаются и продолжают работать на благо нашего города, района, чтобы потом меня вспомнили добрым словом, чтобы потом могли дети говорить обо мне, да, чтобы внуки потом вспоминали, что была вот бабуля такая. Потом, конечно, все делается прежде всего для кого-то. И, наверное, моя вся жизнь построена так, чтобы для всех было хорошо, для всех было комфортно, и всем как бы от этого была какая-то, конечно, польза.